один из самых популярных и массовых видов спорта на планете, весьма популярный в Ингушетии. Бокс у нас любят и активно его развивают. Город Назрань всегда был на передовой в плане популяризации спорта в нашем регионе. Центр бокса на базе ФОКа существует уже 18 лет. За это время здесь обучились мастерству бокса целые плеяды талантливых спортсменов. В 2019 году воспитанники Центра бокса приняли участие в различных турнирах, как в республике, так и за ее пределами. В числе триумфаторов Хизир Измайлов, который стал чемпионом международного турнира по боксу класса А. Также в 2019 году очень ярко себя проявили Молса Арплиев и Магомед Тачиев, которые считаются одними из самых перспективных боксеров в Ингушетии. Первый чемпион СКО Турция, Грозный. Всегда финал, дойти до раз в финале. Так Цигер сразу подготовка тренерца. Чемпионат России догортко. Так Россия первый бой, заслуженный мастер спорта, качественный на равный бой раз. Так Цигер делал подготовка войти лотарство асканский турнира. Цик бой раз, еще бой досрочный кот пиарсу и финальный 3-0. Я Игорь Дикясун, чемпионат России хитер, опытный боксер бар, берегиш простой секции Гуауац. Опытный боксер, духа бог малбу, дикя опыт хул, что хамхал России дикя хитер. Я зал тренер дикя оба усиленный тренер тренер дикой местой макширип. Что подготовка кейтхуп, каждый соревнованщики, индивидуально паж разных хамаж. Ханзы марти готовится ждет сервис турниры нальчики готовится ждет да цель олимпиады ахты далендел готовится да хажгу дагу хажгу да мукла цель. Магомед, расскажи про свои соревнования, сколько у тебя было турниров в 2019 году, вообще как ты выступил? В 2019 году я служил в армии. В армии служил, а в 2018 году я участвовал на Кубке России, Ижевске проходил. Мы там привели, мы стали общей командой, 4-е место заняли. В 2017 году я участвовал на Асканском турнире всероссийском. Я провел 3 боя и стал вторым там. Как ты уже сказал, Магомед, я служил, теперь вернулся в родной зал, да, вот непривычно начинать заново тренироваться? Непривычно, я привык уже. Я как тут 5 лет тренируюсь под руководством Максима Поместоева. Я благодарен очень. Вот если говорить про твой тренировочный процесс, сколько у тебя тренировок в неделю, как ты готовишься и известны ли турниры, на которых ты должен участвовать? Да. Сейчас в марте у нас 15-го будет в Кабардино-Балкарии Республике Нальчике будет возрождение балканского народа, международный турнир. Мы готовимся сейчас к нему. В зале мы утром и вечером готовимся. Магомед, если говорить про твою форму, в какой форме ты находишься и какой результат хочешь показать на этом турнире? Сейчас, конечно, мы
готовимся уже в физическом плане больше, сейчас в парах. Конечно, я хочу выиграть и исполнить звание мастер спорта России. За 18 лет работы Центра бокса в стенах этого зала было воспитано не одно поколение чемпионов. Перед тем, как выйти на профессиональный уровень, спортсмену необходимо пройти ступеньки любительских турниров. Только после этого они могут претендовать на медали в более серьезных соревнованиях. Мы участвовали, взрослые, на чемпионате СКФО, там финалистами, призерами стали у нас. И финалисты принимали участие с этого зала, ребята, принимали участие на чемпионате страны среди взрослых, среди мужчин в городе Самаре. Также эти же ребята были вызваны на молодежном первенстве России до 19-22 года, и они там заняли пятые места, не призовые места. Также у нас всероссийский турнир класса А, там Ильяс Альтимиров был чемпионом. Также здесь на нашем всероссийском турнире класса А памяти Асканова у нас чемпионами стали и Хизир Измайлов, и Сарпил Добриев, и Моусер Плиев. Вот эти Ильяс Альтимиров стал финалистом этого турнира. Также, с Молгобека финалистом стал парень Матиев. С Магаса финалистом стали, победителем стали. Так выступили. Что хочется отметить. Также состоялся международный турнир класса А. Там принимали участие 18 стран. И у нас были допущены на эти соревнования Моусер Плиев 75 килограммов и Хизир Измайлов 57 килограммов. На этих соревнованиях Хизир Измайлов, проведя 4 боя, он стал чемпионом на этом турнире. Это очень престижный турнир. Памяти Кадырова в Грозном состоялся этот турнир. Это все мы проводили за счет средств родителей, личных средств проводили, выезжали. Также хочется сказать слова благодарности родителям, родственникам, которые поддерживают ребят не только в этом клубе, да и везде, что сейчас на них вот это финансовое бремя на них легло, и приходится вывозить ребят за счет их средств. И где-то находить свои средства, где-то спонсорские средства. Вот, к примеру, на чемпионат России нам помог поехать Иса Измайлов, родственник Хизира Измайлова. Хотел бы также сказать слова благодарности этому человеку. Потом в какой-то мере в прошлом году, в 2019 году, внутренние соревнования проводить там помогал и президент Федерации бокса Ахмед Шаухалов. Вот так выбиваемся. Прошел вот так год. Конечно, многое осталось позади, многое осталось невыполненным. У нас, мы не смогли и планомерно подготовиться к многим соревнованиям, участвовать на учебно-тренировочных сборах. Хотелось бы, чтобы эти провалы у нас в этом 2020 году не было. Всего в этом зале 3 смены. А мы приехали в то время, когда здесь собираются спортсмены вечерней смены. В зависимости от возраста ребята показывают разный стиль бокса. Есть здесь и новички, и профессионалы. Всех их объединяет цель добиться успеха в спорте и прославлять нашу республику.
Ильяс, расскажи про последние свои результаты, где ты выступал, что за турнир? Последний турнир, где я выступал, это было дома у нас на Зране. Был 19-й турнир, проходил в памяти первого героя России, генерал-майора авиации Шунбека Асканова. Вот с тех пор я не боксировал. Но после этого турнира я решил немного паузу взять, пришлось операцию сделать. Вот сейчас Новый год, начало Нового года, нового календарного года и боксерский календарь в том числе. Сейчас все по заново, как говорится. Ильяс, ты считаешься ветераном этого зала. Вот как ты пришел в бокс? Сколько лет ты уже занимаешься в этом зале? Ну, если в общем говорить, я в 14 лет пришел первый раз сюда. Вот. С тех пор занимаюсь, но паузы были по тем или иным обстоятельствам, да. Я 6-летнюю паузу, сейчас вышел уже почти 2 года, как тренируюсь стабильно. Ну, бокс это, я думаю, не только вид спорта, это целая наука. Бокс это, по моему мнению, это самый мужественный вид спорта. Вот здесь очень травмоопасный боевой вид спорта. Вот. Если говорить про наш ингурский бокс на сегодняшний день, есть ли у нас талантливая молодежь? Приходится ли тебе делиться с ними своим опытом? Талантливая молодежь, несомненно, у нас есть. Даже в этом зале есть подрастающее поколение, у которых есть очень большая перспектива, надеюсь, в дальнейшем. И через пару лет мы увидим их с высоким достижением, надеюсь. Вот, лично твое мнение, Ильяс, вот что бы ты хотел пожелать нашим начинающим спортсменам, что нужно для того, чтобы добиться успеха? Начинающим спортсменам я в первую очередь хотел пожелать удачи, самых больших успехов как в ринге, так и вне ринге. Вот. А для больших результатов, естественно, это упорный труд. В первую очередь это вера во Всевышнего и упорный труд. Мы знаем очень много чемпионов, которых считаются талантливыми, но талант здесь ничего не решает, здесь упорный труд, вот, и целеустремленность, да. Тренировки, еще раз тренировки. А тренировочный процесс тем временем в самом разгаре. Разминка завершена, и тренер дает указания на растяжку. В процессе выполнения различных упражнений есть большая вероятность потянуть мышцу, поэтому важно хорошенько размяться перед тем, как начать оттачивать навыки. В этой спортивной школе каждый новый день расписан буквально поминутно. На вечерней тренировке занимается основной состав секции. На сегодняшней тренировке ребята заняты технико-тактической подготовкой, повышением навыков личного мастерства и закреплением предыдущих материалов. За день в этом зале проходит 3 смены тренировок. Это утром, после обеда и с 5 до 8 последняя группа. Но около 200 ребят проходит за день в этом зале. Вот если говорить про перспективы наших спортсменов, вот насколько талантливая молодежь тренируется именно в этом зале? Ну, здесь по итогам 2019 года последний проходящий турнир у нас местный турнир Аскановский класса А. С этого зала ребята стали там, 3 стали чемпионами. И так, то есть юноши, как молодежь, есть ребята перспективные. Абдулмалик, если говорить про недельный тренировочный процесс, сколько у вас тренировок в неделю, вообще как расписана неделя? И расскажите про сегодняшнюю тренировку, вот на чем делается акцент?
Ну, не за неделю у нас, сказать можно, там, до субботы, кроме четверга, воскресенья мы тренируемся. Четверг, воскресенье – это как бы у нас банный день. Ребята отдыхают там, на свежем воздухе там гулять могут, мы разрешаем. Так, своими делами, там, хобби, занятия, чем, каким они любят. Такой процесс тренировок. А сегодняшний день тренировок – это учебно-тренировочная тренировка сегодня. Простыми словами, работа в парах. Ну, отрабатывать разные боевые упражнения там, в атаках, контратаках. Такой процесс тренировки сегодня. Также в этом зале тренируется Зураб Арчаков, спортсмен, одновременно постигающий несколько видов спорта – ММА, кикбоксинг, самбо-бокс. Во всех этих видах единоборств Зураб успешно выступал и многократно становился победителем престижных турниров. Впереди у нашего бойца новые старты, соответственно, и тренировочный процесс становится интенсивнее. На сегодняшней тренировке Зураб работает по индивидуальной программе, параллельно давая советы молодым спортсменам, как правильно выполнять то или иное упражнение. Самые мои последние соревнования – это асканский турнир. К сожалению, там я в полуфинале проиграл будущему чемпиону. А до этого я дрался на чемпионатах России, на СКФО побеждал. Сейчас, потом у меня были кое-какие травмы, и после этого я возобновил свои тренировки. Сейчас вот начинаю, утром, вечером начинаю тренироваться заново. Зураб, насколько я знаю, ты очень давно тренируешься в этом зале. Да, вообще, как ты пришел в бокс? Сколько лет ты уже тренируешься именно в этом зале? Ну, первоначально я начал заниматься кикбоксингом. Потом я понял, что это не олимпийский вид спорта, что бокс – это серьезная тема уже. И затем, через полгода занятий кикбоксингом, я решил заняться боксом уже. И в этом зале я уже лет 13-14 где-то занимаюсь. И мне все нравится в этом зале. И я недавно, полгода где-то дома был, отдыхал, и мне уже скучно стало, поэтому я возобновил тренировку, уже не могу уже без бокса. Зураб, если говорить уже про твою тренерскую деятельность некую, да, вот помимо того, что ты сам выступаешь, ты также делишься опытом, да, с нашими ребятами. Вот можно ли сказать, что у нас подрастает такая перспективная молодежь? Однозначно, сейчас нынешнее поколение интересуется боксом, дети хотят заниматься боксом. В этом зале лично около 70 детей тренируются. Я в том зале, где Чапанов Руслан. И у меня получается совмещать и тренировки, и тренерскую деятельность. Вроде все хорошо получается. Однозначно мне нравится, когда мои маленькие ребята подходят, спрашивают о моей карьере, о моих выступлениях. Конечно, мне это нравится. Они интересуются, им это интересно. Мне очень приятно из-за этого. Основная часть тренировочного процесса – это работа в парах. Собственно, отработка боксерской техники с партнером – это тренировка и наработка определенных ударов, защита, а также действий и комбинаций для атаки. Работая в парах, боксер учится чувствовать дистанции, навыка сдерживания удара, начинает понимать технику движения в боксе в большей степени, чем если бы он просто работал с мешком, боксерской грушей или боем с тенью.
Помимо уже заслуженного мастеров спорта, в зале тренируются и более юные боксеры. Общение со старшими товарищами, с которых можно брать пример. Вот цель, которую они преследуют. Совместные тренировки с именитыми боксерами им, разумеется, идут только на пользу. Результат – первые места на различных соревнованиях. В этом зале очень много ребят перспективных, которые ребята хотят достичь результатов, стремятся достичь результатов. Тренировочный процесс идет в плановом порядке. Единственное, не хватает им финансирования на выезде. Думаем, сейчас с этого года будут финансирования, и ребята смогут выезжать на соревнования, участвовать на соревнованиях, проводить сборы. Вообще процесс, я думаю, будет налаживаться, если будет финансирование. Мы сильно на это надеемся. Вся проблема в финансировании. Так работа идет, ребята перспективные, тренера есть, все, в зале все налажено. С началом 2020 года во всех видах единоборств начинается новый спортивный сезон. Прошлый год для этих ребят получился весьма успешным, а теперь тренерский штаб Центра бокса ставит перед собой новые цели – не сбавлять обороты и пополнить спортивную копилку новыми медалями. Акширб, если говорить про 2020 год, возобновляется, да, новый спортивный сезон. Какие планы у вас в ближайшие соревнования, где вы намерены участвовать? Мы включены в единый календарный план. Надеемся, что мы хотя бы этот единый календарный план, по этому единому календарному плану получим финансирование. Значит, недавно у нас уже сезон начался, юниоры 17-18 лет принимали участие. Они, значит, ездил у нас, команду возил на первенство Спартака Магомед Зауров, сборную республику вывозил, сборную республику на первенство Северокавказского федерального округа вывозил Тимур Аушев. Ребята занимали призовые места. Конечно, не хватает подготовки учебно-тренировочного сбора, не хватает нам. Не хватает и отборочных турниров, не хватает. А так, ребята, материал очень хороший. До ближайшего турнира остается не так много времени, соответственно, тренировочный процесс становится все более тяжелым и интенсивным.